О способах решения детских конфликтов говорили сегодня взрослые. В общественной приемной главы Коми прошел круглый стол на тему «Школьные службы примирения». О проблемах внедрения медиации в образовательный процесс и возможностях, которые дает такой способ решения споров, узнала Ксения Лосева. Мальчики, помогите, кто-нибудь, помогите, вы что? Они же убьют ее. Драки, порча чужого имущества, угрозы, обзывательства и травля. К сожалению, сегодня все чаще дети предпочитают решать конфликты отнюдь не детскими способами. Причин для возникновения споров масса. Впрочем, и без конфликтов нельзя, говорят эксперты. Намного важнее показать ребенку альтернативные способы выхода из сложных ситуаций. Один из них – медиация. Это своеобразные переговоры с участием нейтрального посредника. Стороны сами договариваются, как разрешить этот конфликт. Если есть обидчик, он сам предлагает способ исправить эту ситуацию. Жертва, то есть потерпевшая, восстанавливается в своем статусе. И отношения эти сохраняются. То есть мы не увольняем учителей, сегодня актуальность получает проблема буллинга, не переводим их в другие школы. Дети остаются в комфортном понимании к друг другу, нет такой вражды. И в этом ценность восстановительных подходов. Как показывает практика, наибольшее число школьных конфликтов происходит в плоскости ученик-ученик. Связано это еще с несформированными навыками конструктивного общения у подрастающего поколения. Впрочем, от конфликтов не застрахованы и взрослые. На втором месте споры учитель-ученик, на третьем – учитель-родитель. Именно поэтому важно, чтобы в школьных службах примирения, помимо экспертов, были представлены и все три стороны. Делается очень много, проводятся конференции, проводятся обучающие семинары. У нас есть вузы по всей России, которые уже подготавливают специалистов в этой области. Есть свои сотрудники, адвокаты, медиаторы, переговорщики в Республике Коми, опыт которых они готовы с радостью отдавать, но нам нужно их слышать, и с радостью, наверное, принимать то, что они нам предлагают. Школьные службы примирения внедряются в Коми уже несколько лет. И если на начальном этапе их было всего 16, то сейчас уже более 200. На сегодняшний день решить конфликт с помощью медиации можно в более чем половине образовательных организаций региона. Их количество планируют увеличивать, ровно как и повышать профессионализм уже работающих в школах специалистов. Мы здесь видим решение, наверное, все-таки в муниципальном образовании определение, так скажем, такого пула специалистов, которые будут обучены, которые смогут квалифицированно работать в этой плоскости. То есть сетевая такая форма взаимодействия, которая как раз поможет дальнейшему развитию служб медиации. В приоритете также и работа по информированию. Сегодня о том, что конфликт можно решить мирно и, как говорится, не вынося ссор из избы, знают далеко не все участники образовательного процесса. Возможно, именно поэтому они и идут выяснять, кто прав, а кто виноват на кулаках. А потому, чем скорее удастся внедрить новую практику в будни школьников региона, тем лучше. Ксения Лосева, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.